Это благодаря нашим кормильцам, это налогоплательщики, которые просто кошмарили, особенно крупный бизнес. Их по 100 раз проверили уже, остались только безнадежные долги. Это вообще просто ужас, что здесь творится. Это те воздушные штрафы, которые просто накручивались. Я уже перессорился со мной, даже с родственниками. Уже все, может быть, наверное, не будет их уже. Я для них, они для меня. Вот как его наказать? Вот я сейчас думаю, как его наказать? Создает, решает. Одна рука создает, другая рука решает. Кто придумал это, я не знаю, но очень удачно. Я принимаю жесткие, хлесткие решения. Очень много таких вот проблем, которые, к сожалению, настолько пустила свои корни. Это не одного года проблемы. И вот это все вот вырывать и перестраивать, это только сказать можно так легко. Но когда касается это на практической плоскости, в реальной жизни, это очень большие проблемы. Сопротивления идут, вопросы есть у нас с менталитетом, вопросы психологии наших сотрудников и тех органов, с которыми мы соприкасаемся, даже того же бизнеса. И одному это сделать сложно. Поэтому, конечно, это стратегия. Это обязательно должна быть политическая поддержка президента, воля его. И в этом плане она у меня есть. И я думаю, что мы справимся с задачей. Я уверен в своих силах. Это вообще просто ужас, что здесь творится. Все по звонку. Никто не растет по карьерной лестнице без какого-то там звонка или без каких-то странных решений. И понимаете, тут не надо быть налоговиком. Тут надо просто быть хорошим администратором, да, и волевым таким принципиальным, решительным человеком, чтобы не допускать этого. Но это очень тяжело. Это надо будет... Кыргызстан маленькая страна, мы все друг друга знаем, дружим, общаемся, контачим. И вот тут дилемма. Либо надо разрывать отношения вот эти вот, либо просто вот идти по течению, да, и сохранять отношения. И я решил, у меня сам такой, как сказать, у меня нравы всегда такие были. Раз я взял ответственность такую, я по кадровой политике, я уже перессорился со мной, даже с родственниками, уже все, может быть, наверное, не будет их уже. Я для них, они для меня. Но я готов на этот шаг пойти, потому что тут надо вот такое вот жертва должно быть. Того передвинет туда, этого поставить туда. Вроде бы правоохранительные органы каждый день кого-то задерживают. Я думал, сейчас отток кадров будет, все будут уходить, о, нет, налоговый не пойдем. Нет, каждый день кого-то закрывать. Нет, вот каждый день, с утра до вечера. Алло, поставь того, может, посмотришь того. И все как будто сговорились, как будто кто-то их учит. А знаете, почему это происходит? Потому что тот же родственник или друзья, или одноклассник, или там депутат какой-нибудь, он сам по своей инициативе не звонит. Почему? Он даже не знает, что кто-то здесь работает. К ним приходят, изучают, а с кем он общается. Еще вот так вот находят и начинают, ну это уже как бы классика, ну, все такие вот, знают все. И начинают по этой схеме отрабатывать. На ключевые места, на какие-то, ну в общем, на позиции какие-то. И это же происходит из самой системы. Это не они вообще не знают, что есть. Им звонят, просят их, я не знаю, что там происходит, но их как-то просят. И они начинают звонить. И вот это вот, как сказать, культурно выразиться, не знаю, но, в общем, изнутри все гниет, да? Разрушается. И так же не должно быть.
одно управление в центральном аппарате. Это управление, простыми словами, такой самой карательная структура налоговой системы, который просто кошмарил, особенно крупный бизнес. Они по всей стране просто сами планировали, сами проверяли, сами утверждали свои отчеты, сами менялись. Сегодня я это проверю, Колу, завтра вы. Какие-то странные, непонятные мне какие-то были разговоры. Вся страна об этом знает. И мне как-то один товарищ сказал: а ты не сможешь это. Я говорю: почему? Он говорит: все так хотят, ну, все, кто приходит, говорят, что надо упразднять. И у них не получается. Потому что там в системе идет такое сопротивление, да? Я просто... Время интервью у вас не хватит. Я же вначале говорил, должна быть поддержка, политическая поддержка президента. Без этого тяжело. И она у меня есть. И благодаря вот этой вот моей твердой, как бы, гарантии, политической гарантии, я принимаю жесткие, хлесткие решения. И я думаю, что очень много справок говорят, что вот нельзя это управление ни в коем случае трогать. Здесь сосредоточены самые лучшие инспектора, что есть вот в Кыргызстане. Без этого нельзя. Нельзя отдавать это местным органам налоговых служб. Это все должно быть централизовано. Ну, это просто, знаете... Красивые слова. Да? Не то, что красиво, это, значит, такой развод, да? И центральный аппарат. Мы сделали децентрализацию. Центральный аппарат проверками не должен заниматься. Центральный аппарат — это как головной мозг. Он должен вырабатывать стратегию, тактику решения этих вопросов, определять проблемы в системе, менять законодательство. Должно заниматься системными вещами, но не производством, не проверкой. А проверкой должны заниматься налоговые управления на местах. Теперь вопрос. Они некомпетентные, да? Ну, теперь вопрос. А тогда надо менять кадровую политику. Если они некомпетентны, надо брать компетентных, расставлять, расстановка кадров. Тех компетентных, которые все, как пчелы, сосредоточились в центральном аппарате, да, якобы компетентных, их надо отправлять по регионам, чтобы они там сидели и компетентно контролировали, осуществляли проверку. Теперь волнует ТТН. Чтобы было понятно, скажу так. Смотрите, сейчас у нас есть базары, называется спецрежим. Это Дордой и Карасу. Там другой, в отличие от других, другой вид налогообложения. То есть там 30 миллионов, потом 50, потом 100, и каждая эта градация по 3 тысячи, от 3 тысяч до 65 и дальше идет, да, вот по градации. Есть постановлением правительства, Кабинета министров, перечень рынков, других уже рынков, они по 0,1. И есть другие рынки, которые не попали ни под это понятие, ни под другое понятие, определенное перечнем Кабинета министров, они вообще облагаются другим налогом. Но это же неправильно. Это же не должно быть так. А теперь, почему так стало? Потому что из-за необдуманных действий, из-за отсутствия глубокого анализа внедрили на ура недоработанные как бы модули, да, ТТН. Мы оказались там, где мы оказались. Но теперь было бы некорректно все это как бы обсуждать. Я даже не хочу это обсуждать, я просто знаю проблему, и надо это решать. И решать надо
знаете, безболезненно, чтобы это в первую очередь это для налогоплательщиков, чтобы это было безболезненно. ЭТТН наш президент издал указ, вы знаете, да? Созданы рабочие группы, уже вывесили на общественное обсуждение, вы в курсе, да? На общественное обсуждение уже висит проект постановления. В соответствии с правилами, которые предполагают нормы этого постановления, ЭТТН остается для импортеров и для производителей. А когда товар уже заходит на обороты рынка, продажи, оптовики и так далее, это будет оформляться бумажными счет-фактурами. То есть у налоговика будет возможность отследить товар. Задача ТТН что была? Чтобы мы видели отслеживание товаров. И кто-то, наверное, подсказал, что надо ТТН, это будет цифровизовано, это будет удобно. Это у каждого предпринимателя будет виртуальный склад, и мы налоговики будем видеть это в режиме онлайн. Ну, вот так же преподносили, наверное, когда-то презентацию делали, я, наверное, думаю, так. И вот налоговик может, сидя в кабинете, видеть, как передвигается товар, и мы будем бороться с контрабандой, с контрафактными товарами, с качествами. Никто не может уклонения от налогов. Видите, как красиво звучит. А на самом деле модуль не работает, сервера не выдерживают. Бухгалтеры жалуются, что они ночью работают, днем сервера висят. Днем они не могут этим заниматься. Они каждый день выбивают чеки. Да? После продажи бухгалтерам передают все эти чеки. Они ночью, когда сервера более-менее свободны, они приходят, забивают это. Представьте, да? Поэтому бухгалтеров не хватает. Нанимают очень много бухгалтеров. Ну, в первую очередь, вот, принцип неудобства здесь налицо. И эффективности тоже. А толку что? Вот то, что повысился налоги, да, показатель, да, действительно они идут вверх. Это не заслуга ТТН, СФМ. Я вас уверяю, это заслуга просто порядка жесткого. Все сейчас боятся, уже передумали скрывать налоги. Все идут и платят. Идут и добросовестно платят. Не хотят шутить законом. Особенно крупный бизнес. Они хотят просто не иметь проблемы с законом, платят вовремя. Поэтому и растет налог. Ну не СФМ и не ТФМ. Я вас вот уверяю. Кто-то хочет это преподнести так же, да? Вот благодаря. На практике видно, что от этого толку нет. Политической воли, и мы скоро это общественность узнает. Мы с рынками должны тоже этот вопрос радикально решить. В сторону упрощения. Задача ведь государства навести порядок и собрать ту часть налогов, которые по справедливости, да, должно быть у государства. Это все регулируется законом, налоговым кодексом. Да? Теперь, чтобы получить эти налоги, я думаю, что надо эти процедуры просто упростить. Ну, просто упростить. И детали вы скоро узнаете. Я думаю, вы ничего раскрыть не можете. Не могу, конечно, не могу. Это будет так. Не то, что популизм, но это неправильно. Потому что она на стадии обсуждения. Мы сейчас рабочие группы созданы, они каждый день работают, каждый день докладывают мне вечером. Мы проводим мозговые штурмы, да, собираемся, обсуждаем. И вы знаете, что здесь творится? Это как пожарник. Столько наломано дров. Я вот хотел бы сказать спасибо нашим предпринимателям. Они очень стрессоустойчивы. Они терпят. Они жалуются, но терпят. Но мы сейчас, я думаю, государство должно сейчас
У нас времени даже мало, мы должны быстро это решить. Смотрите, да? 2 рынка по такому правилу, 5-6 рынков по 0,1, остальные совсем по-другому. Ну, так разве это справедливо по Адаму Смиту? Так же не должно быть. Должно быть единый подход, единая политика, единые справедливые, то есть нормы и для меня, и для вас, и для него. А где вот больше митинги, там спецрежим. Где еще грозят митингами, там 0,1. А где бедные молчат, там вон жите как хотите. Ну мы что, хотим, чтобы все возмущались? И тогда после этого мы будем реагировать, что ли? Ну, так тоже нельзя. И это все произошло, это цепная реакция пошла. Сначала неправильно ввели, потом дол вот этот анафилактический шок пошел, бизнес начали трясти вот этот, сразу обратный эффект дал. И тут как пожарники, здесь потушили, здесь потушили, здесь потушили, и все равно проблему не решили. Отодвинули на долгий ящик. Но сейчас как раз наша с вами, всех вот, задача решить эту проблему. Главное, слава Богу, есть видение президента, есть его задача. Он поставил 2 понятные, четкие задачи. Упростить и убрать чрезмерную нагрузку, чрезмерное бремя. Вот когда я говорю политический разум есть. Президент дал четкое задание. Сидите, отработайте, и, по-моему, на следующей неделе я ему должен доложить. Дайте пути решения, чтобы не было вот это постановление включить так, спецрежим так, по всем рынкам сделать одинаковый справедливый подход и самое главное упростить процедуры взимания налогов, сборов налогов. Утвержденный план 268 миллиардов. А мы вот в этом году собрали 234 миллиарда, сейчас 68, то есть насколько увеличен, да? И вот январь мы собрали на 2 миллиарда больше плана. Вот был план был 19 миллиардов, мы собрали 21, на 2 миллиарда больше. В прошлом году, в 2024 году, за январь и было 16, собрали еле-еле 16, то есть 0,0. Мы январь, первый месяц, закрыли на 2 миллиарда больше. Здесь, знаете, вот в чем проблема? Я же даже ничего не успел сделать. Мой первый посыл обществу было, бизнес-сообществу, было сказано, что это неправильно. И вот эта вот справедливость, мне кажется, многие сейчас эксперты думают, а где, почему вот, да? В прошлом году январь еле закрыли, тут пошло. Мне кажется, этот вопрос справедливости. Бизнес тоже люди добрые, справедливые и адекватные. Они просто... Сейчас по ЭТТН налоговая служба уже не напрягает, знаете, да? Не напрягает. Они знают, что скоро ЭТТН будет пересмотрено, поэтому проверка по ЭТТН, штрафы, там, сверка отчетов, вот это вот не происходит. Первый же день я издал приказ, чтобы по ЭТТН, хотя закон и действует, ну, чтобы не усердствовали, поскольку будут... Это все пересмотрено, и мы дадим обратную силу. Ну, законом потом дадим обратную силу. Поэтому, чтобы они вот эти не делали сверки, не штрафовали, не ходили прям по рядам, там, не кошмарили бизнес. Особенно малый и средний. Поэтому я думаю, что просто люди справедливо платят. Очень справедливо. Это заблуждение. Людей, которые, наверное, не совсем разбираются в этом. Мы списали порядка 11 миллиардов воздушных денег, которые сидели на отчетах как облако, да? Они никогда не... Это... Те деньги безнадежны. Их никогда не взыскать. Они всегда вот
знаете, вот всегда они были невзысканно, оставались. И тут не надо быть фискалом. Я когда пришел, посмотрел, мне объяснились, мы долго сидели, сказали, мы никогда их не взыщем. Они всегда так остаются. Поэтому вот недоимка, посмотрите, отчеты, недоимка нет. Это те воздушные штрафы, которые просто накручивались. А этой фирмы давно нет. Он безнадежный, все. Это те, которые в тени были, в общем, их нет уже, все. И что с ними делать? Списывать. Теперь такая вот деталь кроется, вот, все кроется в деталях, да? А почему они оставались? Нужны были для каких-то структур, для нашего системы, для некоторых. Потому что вот по нынешнему действующему законодательству, да, налоговый инспектор может проверить за 24 год, за 23 и за 22. Это справедливо же, да, вот, проверить. А дальше 21, 20, 19, все, что могло быть взыскать, уже взыскали. Все, что люди должны были, заплатили. Их по 100 раз проверили уже. Остались только безнадежные долги. И теперь, если мы вот эту вот амнистию не дали бы, у налогового инспектора была бы возможность зайти еще на 3 года туда. Знаете, они с чего начали бы? Не из безнадежных. Они, знаешь, кто безнадежный, что туда ходить? Они именно из надежных ходили бы. Те, которые, вы говорите, справедливо, да, вот, которые справедливо заплатили налоги, к ним обратно пришли бы, сказали бы, мы вот плановая проверка, еще раз вам хотим проверить. И давайте документы за 21, 20 и 19 год. А у многих офисы поменялись, бухгалтера поменялись, какие-то там, знаете, справки, документы где-то стерлось. И все, пожалуйста, штраф, коррупциогенность, кошмар бизнеса. И не самый, допустим, если налоговик не совсем добросовестный, он именно далеко туда вглубь заходит, потому что там можно создать проблемы и решить проблемы. Как это делается? Сначала создают, вот которое мы управление расформировали же, она сначала создает проблемы, потом решает. Создает, решает. Одна рука создает, другая рука решает. А бедный бизнесмен говорит, ой, какой ты мой дорогой, спасибо тебе, вот возьми вот это. Ты решил мою проблему. Он даже не знает, что эту проблему он и создал. Только в другом костюме тот приходил, серым, тот белым. Поэтому, когда недобросовестный налоговик хочет где-то там недобросовестно поступить, он именно зайдет туда вглубь. А вы говорите, видите, справедливость. Это же, конечно, справедливо, чтобы взять и закрыть эту лавочку. Все, туда нельзя заходить. Это прежде всего норма для налоговиков, что нельзя дальше туда заходить. Не кошмарьте. На 6 лет туда идут, и давай, иди. Потом что? Создали проблему, решили. А теперь все, налоговику мы запретили. Нельзя туда заходить. Там все, там только безнадежные долги. А надежные долги, надо проверить. Да, действительно, это 23, 24, 23, 22. Пожалуйста, проверяйте. И те, кто не успел заплатить, пусть заплатят. Вот даже говорили, многие знакомые или где-то там меня встречают, говорят, Байке, мы же порядочно платили за автотранспорт, а вы взяли и убрали. Это просто каждому уже не объяснишь. Автотранспортные налоги, порядочные, честные люди, и кто не платил, у них уже давно взыскали. Не взыскали, знаете, у кого? У тех, которые машину продали по доверенности по запчастям, у кого старые машины, кто не ездит, кто потерял. В общем, безнадежно, тоже безнадежно. Зачем с ними возиться? Зачем налоговику устраивать ГАИ рейды? ГАИ стоит, останавливает машину. Ты уплатил налог? Уплатил. Покажи. А он как покажет? Он скажет, Байке, квитанция дома. Вот. Ссорятся, друг друга видео снимают, дерутся. Зачем?
А вот эта практика, когда большой джип платит больше, он больше бензина употребляет, с каждого бензина по сумме. Он даже сам, вот вы, Светлана, сами не заметите, как вы заплатили эти сборы. Залили 10 литров, 10 литров. Это мировая практика. И удачно, кто придумал это, я не знаю, но очень удачно. Потому что это не бремя для налогоплательщика, да? Вы же не замечаете, как вы 10 сомов отдали? И налоговик к вам не приходит, не останавливает с ГАИ, не спрашивает этот налог на транспорт, не ходит по домам, не вывешивает вот эти справки, не закрывает аэропорт вам этот. Вы куда-то летите, а вам раз за транспортный налог назад вращает. А вы заплатили. Вам просто надо это доказать, что вы заплатили. Вы понимаете? Или вы не знаете, что эта машина у вас до сих пор чистая, вы его давно продали. Ну вот таких проблем очень много. Поэтому вот самое справедливое, так вот, когда налоговик не встречается, нефтетрейдер сразу оплатил, значит, ну это сборы, это сразу уходит на фонд дорожный и сразу по целевому назначению. Это не налоги. Но если чисто говорить языком теории, налоги это деньги, которые поступают в бюджет и дальше распределяются. А сборы это по целевому назначению где-то аккумулируется и расходуется по целевому назначению. Это и есть сборы. Но для гражданина какая разница, это сборы или налоги, это с одного и того же кармана. Ему как-то все равно, налоги ты назовешь или сборы, это платите вы, правильно? Для него это налоги. В общем понимании это налоги. Так, если так не крючкотворствоваться, это налоги для простого обывателя. Поэтому автотранспортный налог него убрали, но обременили его новым, более справедливым механизмом. Дорогу больше портит. Машина большая, тяжелая, много ездишь, на 10 сом больше плати. Где тут несправедливо? Машина маленькая, ездишь мало, вот вы, да, наверное? Женщины в основном есть на маленьких машинах. Все, платите меньше. Ну, где-то март-апрель. Март-апрель это уже, потому что есть... уже будет законодательно принято. Смотрите, есть процедуры, которые нельзя нарушать. Это вот должно быть общественное обсуждение, потом согласование, ну, и потом в парламенте, там тоже есть оговорка в регламенте, в законах, временные пространства есть. И все это соблюсти, чтобы все это соблюсти, и при этом сделать очень быстро, ну, то есть, чтобы день в день, это будет уже весна. Весной уже будут приняты поправки? Да, конечно. Мы просто обязаны. Вот весна, поэтому днем и ночью сейчас работаем. Или с 1 января? Не обратно. Например, по ТТН дадим обратную силу. Чтобы вот сейчас-то их не администрировать, чтобы не было у них проблем. Видите, вот с января ТТН вроде бы мы успокоили, поступило больше. Вот где? Когда говорят, что благодаря ТТН. Нет, это благодаря разумности наших налогоплательщиков. Самое главное, это требует удобства. Вот если конкретника, детали они, знаете, вот, все упирается, все дороги ведут Рим, да, вот все это упрощается в одно такое понятие. Они требуют понятного и удобного сервиса государства, чтобы определите справедливый налог, ставку и сделайте его удобным. Все, ну, не мучите нас процедурами. То есть кстати, мало кто жалуется на ставки, все понимают, что по мировой тенденции у нас самые благоприятные ставки налогов. Реально это вот самые удобные, да? И в плане санкций, ставок, видов налогов. Но вот что касается процедур. И, конечно, ну, как говорят, кошмарит бизнес, налоговый инспектор. И это уже вытекает с кадровой политики, раз, с администрирования и ответственности самих налоговиков. Это опять пакет документов, это законы, это ужесточение контроля, это
наверное, нормативку надо менять по подбору кадров. Даже какие-то нестандартные. Вот, смотрите, кто-то за кого-то звонит, просит, да? Вот как его наказать? Вот я сейчас думаю, как его наказать? Потому что есть трудовой кодекс, там не расписано, там нету такого понятия «звонок сверху». Но это все надо систематизировать. И я сейчас тоже по этому поводу приму решительные меры. Навстречу бизнесу. Навстречу бизнесу. Или как девиз? Да. Путь навстречу бизнесу. И это не обязательно, это не популизм, это мы собираем 200, соберем, дай бог, 268 миллиардов сомов. Это благодаря нашим кормильцам, это налогоплательщики.